Ты только подумай, наш белый халат – это чистые мысли, это чистые дела. Он шел с песней по жизни и сам эти жизни спасал. 200 тысяч пациентов. Коллеги называют Владимира Муравьева рекордсменом, а пациенты – народным врачом. Желающих попрощаться с ним не может вместить зал онкологической клиники, где работал Владимир Юрьевич. Здесь его семья, друзья, коллеги и те, кто обязан ему жизнью. Он спас моего мужа. Просто никто ничего не мог сделать. Это светлый человек. Такие люди уходят. Я не знаю, как жить дальше. Это был врач от Бога. Вот я говорю, я живой. Еще его нет. Мне просто должно было быть наоборот, наверное. Я начинал заниматься эндоскопией до нашей эры, как говорят. В республиканский онкодиспансер он пришел в 1972-м. Сначала интерном, потом уже лечащим врачом. Не только сам спасал жизни, и студентов учил. Вот это был человек, к которому можно действительно было прийти и сказать: Владимир Юрьевич, вот помогите. Безотказно. Хорошим тоном считалось позвонить Муравью при любой болячке, любой родни. Потому что Володя найдет выход, найдет кому позвонить, найдет куда устроить, хотя это лично его не касалось. Я просто в прошлом году я вышел на 5, что ли, на 10 минут, гол забил сразу, открыл счет. Занимался спортом, пел, сочинял, лечил, обучал и был во всем успешен. Он успел сделать за одну жизнь столько, сколько многие не сделают и за несколько. Главное его наследие – это целая армия высококвалифицированных врачей-онкологов, эндоскопистов. Многие клиники предлагали ему работу, клиники и России, и Европы, но он всегда был предан республиканскому онкологическому диспансеру, своему коллективу, своим ученикам. Имя Владимира Муравьева в Казани увековечат. Есть несколько вариантов. Сегодня предложили назвать именем легендарного врача онкоклинику и создать в его честь Бардовский фестиваль. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Сергей Хайдаров, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.